Добрый день, с вами сегодня снова программа «Акцент» на информационном портале ЕСЯ, в студии Надежда Ефимова. И сегодня у нас в гостях министр труда и социального развития республики Александр Николаевич Дружинин. Александр Николаевич Дружинин окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта по специальности инженер-механик судовых машин и механизмов. В 2006 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. Начал свою трудовую карьеру в 1983 году с должности механика Якутского техучастка ЛБУП. 6 октября 2014 года назначен министром труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Александр Николаевич, давайте начнем с самого, пожалуй, одного из актуальных вопросов, который сейчас живо обсуждается в сети. Это законопроект о том, чтобы все государственные служащие сообщали о своих аккаунтах в социальных сетях. Обязательная такая есть тема. Как вы это оцениваете? Есть ли у вас у самого социальные сети, аккаунты в Твиттере, Фейсбуке? Ну, я могу сказать, что это уже не проект, а уже в окончательном чтении принят. И был внесен, кстати, депутатами ЛДПР. Как я отношусь к тому, что государственные гражданские служащие обязаны отчитываться перед нанимателем, какие там у него аккаунты есть и так далее. Но я думаю, что это вполне с одной точки разумно, то есть государственные гражданские служащие в рамках программы открытого правительства обязаны раскрыть свои социальные сети. К сожалению, у меня нету ни Фейсбука, ни аккаунтов там никаких. У меня есть деловая электронная почта, которая подвергается защите информации. Я думаю, что этика государственного гражданского служащего не позволяет участвовать в форумах, в обсуждениях каких-то. Для этого есть другие способы. В нормах этого закона указывается о том, что если не упомянуть об этом, о наличии аккаунта в социальных сетях, то, возможно, грозит даже увольнение. Это правда или это какое-то преувеличение? Нет, это, конечно, преувеличение. Это только закон. А меры дисциплинарного взыскания у государственного гражданского служащего определены законом о самой государственной гражданской службе. Там есть замечания, там есть выговор, и либо увольнение за недоверие и так далее, либо увольнение там по собственному. А такого пока порядка, именно какое наказание будет за это, пока четко не принято. С моей личной точки зрения приведет к тому, что государственные гражданские служащие вынуждены будут закрыть все свои аккаунты. Я думаю, что может быть и так. Чтобы лишний раз не подвергаться данному риску. Возможно. Хорошо, давайте тогда теперь вернемся более к приземленным, близким к нам темам. Сейчас уже в ноябре в окончательном чтении также принят закон о единовременной выплате в 5000 рублей для работающих и неработающих пенсионеров. И, как мне известно, она также затронула и военных, если я не ошибаюсь. Я могу сказать свою личную точку зрения, но если бы была индексация в этом году в тех размерах, индексация бы не дала такую добавку, как 5000 рублей в этом году. Поэтому это единовременная социальная помощь, она, кстати, там не облагается ни налогом, ничем, она реально превысила планируемую индексацию. Я думаю, это хорошо для пенсионеров, и работающих, и неработающих, и ветеранов военной службы. Всех, без исключения, эта материальная помощь коснется. А в следующий год, как я вижу и комментирует председатель правительства, президент страны, индексация будет произведена в полном объеме по уровню инфляции, по уровню инфляции. На сегодняшний день ожидаемый уровень инфляции это 5,8%. То есть, если предположить, что вдруг она станет больше, то и индексация будет ей соразмерна, да? Дословно закон звучит так: на индекс, бывает индекс потребительских цен или уровень инфляции. Индексация у нас пенсия идет только в число неработающих пенсионеров. А вот как раз работающие пенсионеры, они, получается, из-за этого остаются без индексации. Вы сами как к этому относитесь? На сегодняшний момент, как уже сказал президент страны, в следующем году эта индексация коснется обоих категорий без разницы. Владимир Путин, президент России, подписал закон об увеличении пенсионного возраста для государственных и муниципальных служащих.
В этом году, получается, в последний раз они уходят в возрасте 55 лет, это женщины, 60 лет мужчины. Данный закон я могу прокомментировать очень коротко. Теперь, если раньше государственная гражданская служба у нас касалась, что мужчина может работать до 60, после этого обязан уволиться, и после 60 никаких мужчин не должно работать на государственной службе. Женщина работает на государственной гражданской службе 55 и должна уволиться, ну, в другую сферу. То есть сегодня продлили срок. Мужчина может работать на государственной гражданской службе до 65, женщина 60. То есть сейчас можно спокойно, если раньше мужчины должны были работать только до 60, то сейчас мы можем работать до 65. А как же речь о том, что сейчас продолжительность жизни мужчин у нас 64 года по статистике, а нет такого, что они просто не доживут до пенсии? Это право гражданина. Вот у нас в республике женщины могут в 50 лет спокойно встать по закону о государственных гарантиях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера, и сказать: я дальше не хочу работать, как вот государственная гражданская служба говорит, до 55. Встала в 50, оформила пенсию, сидите дома, пожалуйста. Почему вот эта система-то возникла? У нас на сегодняшний момент не маленечко, в определенной мере есть тренд, что мы вступили в эру демографической ямы. Если вы помните начало 90-х годов, и вот сейчас пошел как раз этот возраст трудоспособного населения, там резко падала рождаемость, и у нас сейчас катастрофически проблемы с рынком труда. И вот в этой части мы, наоборот, предлагаем лицам и гражданам старшего поколения продолжить работу, тем самым заменяя недостающую рабочую силу молодого поколения, которое образовалась демографическая яма. То есть, получается, это больше демографический вопрос, нежели как экономия средств, да? Ведь меньше пенсии придется выплачивать людям. Нет, это больше и демографический, и пенсионный, и экономический, и политический. Ну а что же это? 55 нормальный возраст. Вы возьмите Европу, Америку, но средний выход на пенсию 72-78 лет. Но все-таки условия жизни у них чуть-чуть иначе, да? А вы посмотрите, как у нас продолжительность жизни увеличилась резко за последние 3 года. Очень прилично. Молодежь не возмущается за счет того, что пенсионеры, получается, все рабочие места заполнили и не хватает рабочих мест для новых специалистов, для молодых специалистов. И как вообще сейчас обстоят дела с безработицей, да, и с количеством трудоспособного населения у нас в Якутии? Тут маленькое отступление. На сегодняшний момент уже в течение недели действует председатель Государственного комитета по занятости Москвитин Степан Иванович, он назначен. Мне сейчас не очень корректно комментировать его направление. Но все-таки. А все-таки есть такие выступления, это на уровне, знаете, села и на уровне мест в бюджетной сфере. Есть такие выступления молодых людей, что бабушки засели в этих школах, бабушки засели в этих больницах и не освобождают, не дают нам рабочие места. Я думаю, что это очень некорректно со стороны молодого поколения ждать бюджетное место. У нас много вариантов для развития и самозанятости, и бизнеса, и других сфер производства. А такие выступления именно идут. Они сели в школах, больницах, детских садах, а я туда трудоустроиться не могу, молодой специалист и так далее. А в части рынка труда, если кратко говорить, не такая большая проблема на сегодняшний момент. У нас за последние 5 лет неуклонно снижается уровень безработицы. Но это я просто вам... Снижается. Если взять 5 лет назад у нас было 8,3, а по итогам этого года предварительно будет 7,1. То есть мы в этой части стабилизация идет. Другой вопрос. Уровень безработицы на селе, он высок. Я не отрицаю его. Для примера, Намцы, Горный, Верхневилюйск. Это очень большие проценты безработицы, потому что действительно там нет производства, одни бюджетники сидят. Второй вопрос, опять же, демографическая яма. В этой части по уровню безработицы сокращается и количество рабочих мест, сокращается и количество вакансий, и сокращается количество экономически активного населения, которое выставляет себя на рынке. Вообще у нас парадоксальная ситуация, уровень общей безработицы сокращается,
А численность, которая обращается в органы занятости и встающих на учет, он неуклонно растет. То есть за счет пенсионеров. Представляете, пенсионеры сейчас идут в службу занятости для того, чтобы вот найти работу. Может, потому что пенсии недостаточно для Вот, того, чтобы вот, может быть, и для вести этого. Да. достойную жизнь в наше Да, время. возможно. Вот если бы проиндексировали, пенсионеры, возможно, не пошли. Возможно, им бы и хватало. А сейчас им еще и продлили возраст Да, сейчас пенсионный. нет, это Дали только... возможность вы не работать, путайте, да? Вы не путайте всех пенсионеров. Продлили возраст государственным, гражданским служащим, муниципальным служащим. Но не всем же. Уровень дохода по статистике, какой он на сегодняшний день? Реальные доходы населения в прошлом году у нас упали на 0,5%, с учетом всей статистики. В этом году мы еще не считали, но прогнозируется 1,5% реальные доходы населения могут упасть. Если так кратко говорить. Уровень прожиточного минимума, который установлен в республике, он неуклонно растет. Мы его как бы пересматриваем ежеквартально, устанавливаем ежеквартально. И с учетом этих всех вещей мы его приравниваем к минимальному размеру оплаты труда. С июля 2014 года ежегодно республиканским трехсторонним соглашением мы приравниваем уровень прожиточного минимума к минимальному размеру оплаты труда. То есть мы уже идем на 6 лет вперед. И устанавливаем, что любой работодатель, хоть ты ИП, ООО, НКО, бюджетное учреждение, орган власти, ты не имеешь права платить размер минимальной заработной платы, установленный вот этим соглашением. Ну, как на сегодняшний день обстоят дела вот с этим? Сколько Полностью у нас выполняется. С 1 июля 2016 года размер минимальной заработной платы 16 824. Отделение Почты России у нас в Якутии, да, сейчас приостановило выделение социальных выплат для тех же вот мам, пенсионеров и так далее, поскольку есть такое сообщение, что Минфин вовремя не перечислил трансфер в Минтруд. То есть вы же, получается, занимаетесь тем, что распределяете эти выплаты, да? Я сегодня уже переговорил с руководителем, замруководителя филиала Почты России по республике Саха-Якутия. Мы ему уже 2 дня назад перечислили средства, просто довели до ее сведения. В 5 часов, вот буквально сегодня мы с ней встретимся, оформим все остальные технические проблемы. Никаких сбоев по доставке социальных выплат по республике Саха-Якутия, я вам как министр говорю, не будет. По соглашению до 20 декабря я им должен отдать деньги. Деньги они получат однозначно, и доставка будет произведена, если надо будет, и 31 декабря доставят. Во всяком случае, федеральные деньги, у меня есть федеральный бюджет, республиканский бюджет, льготы федеральные, республиканские. Федеральные деньги мы 2 дня назад им отправили, они не были в курсе, они сейчас увидели, что они получили их. Поэтому вот такие... заявление Почты России, надо было прийти ко мне, хотя бы там позвонить и сказать: Александр Николаевич, там вот у нас проблема, давайте что-нибудь решать. А так вот безапелляционно кидать такие письма, во всяком случае, на психику мне давит, я вам говорю, что все будет нормально. В этом году некоторые, если я не ошибаюсь, полномочия Министерства образования, они как бы перешли в Министерство труда и социального развития республики. В сфере опеки и попечительства. Да, в сфере опеки и попечительства. Вот какие ждут перемены и изменения в этой области? Можете прокомментировать, пожалуйста? Вся ситуация на сегодняшний момент, она остается в той же самой мере. Финансирование остается защищенным. Содержание центра устройств детей остается в том же самом ситуации. Закон о делегировании государственных полномочий муниципальным образованием в сфере опеки и попечительства работает. Никаких пока на сегодняшний момент изменений в этой сфере не предвидится. Финансирование идет в полном объеме. Только после всестороннего анализа и с общественностью, с общественными советами мы можем какие-то реформы в этой части провести. Но я вам могу сказать, что по предварительным данным, вот этих детских домов, как мы говорим, их вообще, по идее, в принципе, не должно быть на субъекте Российской Федерации. Все дети должны быть устроены, не должно быть детей-сирот, они должны быть устроены в приемные семьи, под опеку, попечительство и так далее. Детские дома — это анахронизм. Но, во всяком случае, я вам говорю, динамика очень положительная. Детей в детских домах становится все меньше и меньше и меньше.
Хорошо. На этой положительной ноте, пожалуй, мы и завершим наше сегодняшнее интервью. Спасибо. Надеюсь, что мы встретимся с вами еще в следующий раз. С вами была программа «Акцент». Всего доброго.